Георгий Георгиевич, спасибо большое, что вы нашли время, согласились пообщаться с нами в этом проекте. Проект посвящен Отечественной войне народа Абхазии, точнее, победе в информационной войне 92-93 годов. Вы активный участник, в общем-то, всех этих событий, очевидец многих историй, и надеемся, что вы поделитесь ими с нами сегодня. Могу для зрителей, для тех, кто не знает, быть может, дополнить как-то информацию о вас. Вы внук великого абхаза Дмитрия Иосифовича Гулия, основоположника абхазской литературы и вообще всех, можно сказать, направлений в абхазской культуре, науке, истории. Кроме того, вы сын замечательного писателя Георгия Гулия. Вот такой интересный гость у нас сегодня. Спасибо большое еще раз. Пожалуй, начнем с того, что вы, я насколько знаю, учились, и, точнее даже вы выпускник Московской школы общеобразовательной и Абхазского государственного университета. Давайте начнем с этой истории, как вы попали в Абхазию. То есть из Москвы после окончания школы вы приехали сюда, поступили и, в общем-то, закончили Абхазский государственный университет. Почему? Почему, например, вы не продолжили учебу в Москве, скажем? Во-первых, попал я в Абхазию с рождения. Вообще-то я родился в Сухуми. И когда мне исполнилось 2 недели, меня в корзине из-под фруктов родители перевезли в Москву. Естественно, каждый год я был в Абхазии, каждое лето, по полгода проводил здесь. А когда заканчивал школу, папа вдруг вспомнил, что не часто бывало, что я завершаю обучение в школе, и спросил, говорит, куда ты хочешь поступать? Я говорю, я хочу в МГУ, на журфак. Он говорит, ты знаешь, это научить писать невозможно. Я говорю, ты никто не знает, говорит, будешь ты писать, не будешь ты писать. Говорит, ты знаешь, где я нашел великого Фазиля Искандера? Я говорю, где? В Курске. Привез в Сухум. О чем пишет Фазиль? Я говорю, об Абхазии, естественно. Говорит, все правильно. Говорит, у каждого должны быть корни. Посмотрел на меня, говорит, какие ты документы собрал в МГУ? Я ему показываю. Он говорит, все, с завтрашнего дня ты едешь в АГУ. Вот так я оказался в Абхазском университете, и когда писал ему письма, подписывался «Кавказский пленник». А как-то мысли, скажем, ослушаться отца, таких не было? Все-таки попробовать идти в московский вуз? Нет, да? Нет, не было мысли ослушаться. И, как показала жизнь, он оказался абсолютно прав. А эта история в корзине из-под фруктов, это буквально в этой корзине? Почему так? Не было, откуда какие были. Тогда же не было ничего, ни переносок, ни колясок, я не знаю, там. А тогда самолет, если не ошибаюсь, летел из Сухума в Москву часов 7 с посадкой где-то в Ростове-на-Дону. Сейчас вернулся, сейчас опять долго лететь до Москвы. Георгий Георгиевич, атмосфера Сухума тех лет, как вспоминаете? Поступили вы в Абхазский университет. Хочу сказать, что очень высокий уровень обучения. А потом, знаете как, кто хочет, тот учится, кто не хочет, он нигде не будет учиться. А самое, конечно, большое – это друзья, которых я здесь приобрел, землю, которую, как мне кажется, я понял, народ, который я тоже сейчас понимаю благодаря этому. Это главное. И, конечно, если сейчас вспоминать, великолепная студенческая жизнь была. В отличие от нынешней молодежи, мы умели и отдыхать, зажигать, и при этом учиться. Все успевали. А куда же деваться? Конечно. И, слава богу, благодаря этому еще до войны я здесь создал семью. Так что в этом заслуга тоже моего отца, который меня сюда отправил. Да. Закончили вы, я насколько знаю, исторический факультет, да? Да, исторический. Как занялись журналистикой?
Как она вас так перетянула? Я еще с детства писал в какие-то журналы, печатался там в «Крокодиле», в «Огоньке», значит, когда уже началась перестройка. То есть писать я хотел всегда. Почему историк? Когда меня отец отправлял в Сухум, он спросил, говорит, ну помимо журналистики, что тебе нравится? Я говорю, я, честно говоря, мечтаю тоже и люблю археологию. Потому что я читал всех и древних авторов, и современных авторов на то время. Но он подумал, говорит, археология, история, учитель истории, на хлеб заработаешь. Вот так я стал историком и благодарен всем преподавателям, которые были в АГУ тогда, и всем друзьям, которые были вокруг меня. И я пошел после АГУ в Абхазский институт языка и литературы, в АБНИ, младшим научным сотрудником. И мы сидели в одном кабинете со Славиком Лакоба. Вот, и я занимался, занимался печатью, историей печати Абхазии 36-37 годы. Вот. Так что там работал я, да, года 3, наверное, потому что в 1989 году, после этих событий, я первый в Абхазии, боюсь соврать, но тогда, как говорили, что я первый, вышел из партии, было большое собрание партийное в АБНИ, где присутствовали все наши великие ученые, и они, значит, говорили, что внук поэта, который написал «Без партии нет жизни на земле», это Дарамин Гуля, не может выйти из этой партии. Вот. А я вышел как раз после июльских событий 1989 года, после этих столкновений, объяснив это, что моя партия, в которой я состою, ничего не сделала для защиты моего народа. После 89-го, получается, уже вы стали журналистикой. Вы знаете, замечательный журналист, тогда Тарьел Аржба, вот тогда он создал, вот сейчас я, знаете, боюсь соврать, мне кажется, после этих событий, после 89 года событий, создал газету, позвонил мне и сказал, хотел бы я у него возглавить отдел политики. Тогда отдел экономики возглавил Валерий Аржба, который потом был и вице-президентом. Значит, у него в отделе экономики работал Кристиан Бжаня. Ну, компания собралась такая, немножко безумная, но газету, мне кажется, мы делали неплохую. И я вот перешел из АБНИ в газету, где, ну, надо признаться, в 4 раза была больше зарплата, что немаловажно. Ну да, конечно. А вот в 89 году вот эти события в Агудзере, да, в доме вашего деда. Когда начались первые здесь столкновения, я поехал в Агудзеру, взял монтировку, поехал спасать, вывозить свою сестру. Она там была, Татьяна Гуля, была в доме в Агудзерах с годовалым племянником. И поехал их вывозить. Вот. Тогда, значит, нас взяли в плен. Племянника моя супруга сумела спрятать у наших знакомых в Агудзерах, а нас с сестрой начали расстреливать. Ну, это такой, знаете, как сейчас вспоминаешь, но, видимо, это тоже было для этих людей тоже впервые, поэтому нас как-то расстреливали 3 часа, а потом мы смогли сбежать. В общем, целая история. Но, к сожалению, эта история повлияла на здоровье моего отца, потому что он как раз в эти дни прилетел из Франции, куда его отправили лечиться. У него были проблемы со здоровьем, и, как говорила моя мама, французские врачи, им удалось его спасти. И он приезжает в Москву, начинает звонить в Сухум, зная о событиях, и спрашивает, а где мой сын и дочь? А ему здесь отвечают, я сейчас боюсь соврать, в обкоме партии, кто говорит, они расстреляны.
они погибли. И он вот больше суток жил с тем, что нас расстреляли, и, в общем, все это лечение пошло на смарку, и в ноябре он уже потом ушел. Так что такие были времена. История вашего, скажем так, появления на абхазском телевидении. Вы сами туда перешли, вас туда пригласили. Как это было? Это же за несколько лет, да, до начала войны? Нет. На абхазское телевидение меня позвал Руслан Хашик, известный вам. Значит, была передача, прямое включение Владислава Григорьевича Ардземба с московской студии, какая-то передача, боюсь соврать, не помню, как она называлась, но это впервые в истории абхазского телевидения был такой телемост Сухум-Москва. И Руслан меня позвал вести эту передачу и брать интервью у Владислава Григорьевича. И вот тогда это первое было мое знакомство с абхазским телевидением. А на абхазское телевидение я пришел 14 августа 1992 года, потому что, когда все это началось, было понятно, что газета не тот оперативный орган, который мог бы помогать, влиять в той степени, ну, естественно, тоже, но в той степени, как мне хотелось, чем телевидение. И 14 августа я вот пришел на абхазское телевидение, в кабинете у Руслана ребята из инженерной службы мастерили самодельные взрывчатые устройства. Не знаю, взорвались бы они или нет, но, по крайней мере, в банках на подоконнике они стояли, и люди были готовы защищать телевидение, если это станет необходимо. Вот. И тогда я пришел, сказал: Руслан, я в твоем распоряжении. И в этот же день, 14 августа, уже где-то, когда грузинские войска подошли к Красному мосту, значит, он говорит: слушай, надо найти, где вообще находится наше руководство. Вот. Говорит: попытайся найти, потому что тогда никто не знал, что и как. Все видели, что Владислав Григорьевич отъехал от здания, значит, где сейчас располагается администрация президента. Куда уехал, чего уехал, где находятся депутаты, никто не знал. И мы поехали, не помню с кем, с оператором, значит, поехали по следам наших властей с надеждой их найти. Там заехали еще в расположение 8-го полка. 14 часов 45 минут. Мы находимся у подъезда к полку, к территории полка внутренних войск Абхазии. В данный момент проведена мобилизация всего гражданского населения в Республике Абхазия. Проводится. Проводится. Лично прибывает в полк, где формируются на отряды, группы и выделяется для перекрытия святых рубежей Республики Абхазия. Взяли там тоже интервью. Они говорят: нам кажется, что все едут в Гудауту. И мы, значит, приехали в Гудауту. Правда, обнаружили и часть депутатов. Владислав Григорьевич, я не помню, был он тогда там или нет, но записали несколько интервью, по крайней мере, чтобы вечером показать народу, что власть еще где-то есть. Это было важно в тот момент, потому что никто не ждал, никто не ожидал, хотя все предполагали, но люди были растеряны. Люди были растеряны. И нам казалось тогда очень важно показать представителей власти, сказать, что они здесь, что никто не сбежал, что там депутаты парламента работают. Вот это было важно, что мы и сделали. А там уже пошла работа каждодневная, и которая стала рутиной. Ну, одно из таких событий важных политических, в которых вы принимали участие, освещали это событие, это московская встреча 1992 года. Вот как вы ее помните? Вообще взаимоотношения журналистов, политиков, военных.
Как это складывалось все? Ну, есть ваше интервью, где вы вот даете комментарий, по-моему, если не ошибаюсь, литературная газета, где вы говорите, что не испытываете какого-то оптимизма, да, в отношении этих переговоров. Ну, знаете как, для меня было очевидным, и я просто не находил эту статью. За 3 дня до войны я сделал вот в газете «Республика» значит, прогноз, как будут развиваться события. И там описал фактически один в один тот сценарий, который разыгрался 14 августа. То есть я не сомневался, что война будет. Что же касается московских переговоров, для меня это было очевидно, что потому как выкручивает руки Владиславу Григорьевичу, что это просто маленькая передышка, и не Грузия, тем более мы не остановимся, пока мы не освободим нашу территорию, а Грузия попытается все-таки более предпринять действия для захвата нашей территории всей. В 15:30 в президент Анталии состоялось совместное пленарное заседание. Открывая его, Борис Ельцин сказал: «Если мы сегодня не договоримся, то может возникнуть большой пожар. Мы готовы содействовать, помогать, быть посредниками, чтобы мы сегодня вместе договорились». Он также подчеркнул необходимость установления федеративных связей между Грузией и Абхазией. До перерыва президент России, а также руководители республик Северного Кавказа полностью поддерживали позицию Абхазии о выводе войск Госсовета Грузии. Владислав Ардземба неоднократно подчеркивал, что без вывода войск Госсовета конфликт не разрешить. Против этого выступила грузинская делегация. Вы знаете, если не ошибаюсь, вот когда я приехал 14 августа в Гудауту, вот я вот сейчас вспомнил, стояла бежевая «Волга», которая принадлежала Владиславу Григорьевичу. У него там была спецсвязь в этой «Волге», и он с кем-то постоянно, значит, говорил. Видно, что и нервничал, и кричал. И в какой-то момент он вышел из «Волги» и говорит: «Приготовьте абхазские и российские флаги». Мы говорим: «Что?» Он говорит: «Сейчас с территории военной базы в Гудаутах должна выйти колонна миротворцев и стать на линии разграничения, значит, по Красному мосту, чтобы грузины не зашли в Сухум». И все, я не знаю, кто ему это говорил, то есть с кем он общался, я это не знаю. Но тогда все побежали, начали искать российские флаги, там, абхазские флаги. Значит, подождали несколько часов, но колонна так и не вышла. То есть, видимо, какие-то процессы шли, о которых мы тогда и не догадывались. Но я думаю, тот карт-бланш, который был дан России и Грузии, все сделать за 3 дня, да. Это модно становится, да, все за 3 дня. И поэтому, я думаю, никаких миротворцев и не появилось. Георгий Георгиевич, а вот возвращаясь к этой встрече 3 сентября в Москве, может быть, есть какая-то 1-2 истории, не знаю, которые не вошли в официальную, скажем так, хронику, статистику, но остались в вашей памяти, быть может? По большому счету, вы знаете, это было безумное напряжение, потому что мы видели, как работал Владислав Григорьевич, под каким прессом он находился. И когда вот я пришел, значит, в Литгазету, и когда давал это интервью, я абсолютно искренне говорил, что если даже там удастся по морской линии, там, по берегу Грузии захватить Абхазию, все равно будет партизанская война, никто не сдастся и так далее. То есть, говоря эти слова, я абсолютно в это верил и даже и не сомневался. Потом посмотрите это интервью, слушайте, оно в 1992 году было сделано. В принципе, там тоже мысли, которые потом уже осуществились. Вот, так что, я говорю, а так, конечно, напряжение. Московские договоренности не обещают Абхазии прочного мира.
Так прокомментировал абхазский журналист Георгий Гулия итоги московской встречи 3 сентября 1992 года в интервью литературной газете. Он пришел в редакцию в походном облачении. Джинсы, кроссовки, пиджак явно с чужого плеча. В один из августовских дней, еще не подозревая о начале войны, он вышел из своего дома в Сухуме и до сих пор в него не вернулся. Воспаленные от бессонницы глаза, руки, непрерывно тянущиеся к сигарете. Так описал Георгия Гулия корреспондент литературной газеты Олег Морозов, который взял интервью абхазского журналиста по итогам московской встречи 3 сентября 1992 года. Договариваться о каких-то политических, цивилизованных шагах можно лишь с теми, кто уважает и поддерживает демократические традиции. Грузия из тоталитарного коммунистического режима сразу перешла к националистическому, к режиму Гамсахурди. Этот режим был сменен военной диктатурой. Ни о каких демократических традициях там говорить не приходится, отметил Георгий Гулия в ходе беседы. На вопрос российского журналиста о том, почему Владислав Ардзенбо подписал итоговый документ, Георгий Гулия отметил: на Ардзенбо было оказано сильнейшее давление. Номенклатурные руководители Северного Кавказа отошли от данных ими ранее обязательств требовать вывода грузинских войск из Абхазии. По существу предали нас. Возникла опасность полной экономической блокады со стороны республик Северного Кавказа, перекрытия границ со стороны России. Видимо, поэтому, взвесив все «за» и «против», руководство Абхазии подписало этот документ. Касаясь позиции России на переговорах, Георгий Гулия подчеркнул, что в начале переговоров президент России поддерживал требования о выводе грузинских войск из Абхазии, а охрану железных дорог предлагал осуществлять с помощью российских войск. По мнению Георгия Гулия, в этих переговорах на позицию Бориса Ельцина негативно сказалась позиция МИДа России, позиция Козырева. На вопрос о том, что может произойти, если перемирие будет нарушено, Гулия отметил: против танков, против вертолетов, против гаубиц, которыми Шеварднадзе вооружила Россия, мои соотечественники стоят с автоматами, с двустволками, в лучшем случае с гранатометами. Но люди сражаются за свою землю. Прошедшее с момента вторжения время показало: ни один уважающий себя гражданин Абхазии не станет жить под грузинской оккупацией. Я лично не смогу и не собираюсь под ней жить. Будут партизанские отряды. Все вопросы надо решать политическим путем. Хотя после всех последних событий, после всех бесчинств, которые оккупанты совершили на нашей земле, очень большой процент абхазского населения уже не желает никаких отношений с Грузией. Пока что тбилисские политики добились только этого, отметил Георгий Гулия. А если вспоминать вот этот период вашей работы, в общем-то, практически жизни в Гудауте, ну вот этот быт, да, какие-то, может быть, бытовые истории вспомните. Ну, вы знаете, несмотря ни на что, ведь, честно говоря, на войне главное не сойти с ума. Вот, потому что никакой романтики в этом нет. И то, что мы продолжали шутить, смеяться, если не ошибаюсь, там на 1 апреля делали передачи, интервью с одним из лидеров Госсовета «Сия Селяне», значит, долго рекламировали в Гудаутах все, как нам удалось сделать это интервью с Селяне, а мы взяли его ответы Караулову, значит, я сел тоже на похожем фоне, и, в общем, посмеялись, поиздевались, да, значит, что-то шутили над Шеварднадзе, что-то. Вы понимаете, несмотря ни на что, люди оставались людьми, и мне понравилось. По ночам, значит, наша вышка, значит, в Гудаутах вещала фильмы разные. Ну, люди приходили на пересменку, солдаты,
значит, и чтобы люди могли отдохнуть, какие-то там фильмы. Почему-то в основном крутили там тоже 300 спартанцев, наверное, казалось, что это дух поднимает. А в какой-то момент ребята перепутали и поставили 3 часа, так скажем, не совсем приличной записи. И это все шло до утра. Вот. И подходим с Русланом, или я один подхожу к администрации, где располагались наши депутаты. Часть депутатов с красными глазами кинулись на нас. Говорит, как так? Говорит, что вы показываете? Зачем вы, как это вы смотрите? Мы всю ночь не спали. Как это можно показывать? Я говорю, вы знаете, у телевизора есть кнопка выключить можно. Я говорю, это ваши уже проблемы. Они с красными глазами, значит, как-то задело. Да. Вот. Потом, из того, что интересного, кто-то привез несколько банок белого вина. А я вел как раз в этот момент новости. Значит, и мне поставили, значит, банку белого вина под ноги. Я, значит, заканчиваю, значит, выпуск новостей, бросаю листки, значит, с новостями, беру эту банку и пью, значит, так хорошо, сочно приложился. А оказывается, эфир еще шел. И ко мне подходили люди, вот я не ожидал такой реакции, благодарили, что это очень, как это здорово. Это, значит, мы верим, мы тоже сегодня выпьем за победу. Это здорово. Слушайте, вот такие мелочи давали людям и надежду, и немножко разряжали. Потому что, ну, знаете, как нервное напряжение, конечно, у всех было. Ну да, колоссальное, Да. конечно. Георгий Георгиевич, если говорить о взаимодействии вашим с коллегами из-за рубежа, приезжали российские журналисты и не только, да, там телекомпания CNN, я, насколько знаю, Рейтер, там разные. Как строилось, на чем строилось ваше взаимодействие? Как это происходило? Вы знаете, мне кажется, самое главное, что было в наших отношениях, и когда они приходили к нам в пресс-центр и на телевидение, абсолютная честность. Мы не пытались, вы знаете, никто не пытался врать. Вот вы знаете, даже сейчас, мне кажется, некоторые наши журналисты разучились говорить правду. А тогда мы не могли представить, что мы могли сказать, кроме правды. Да, мы знали, вот давайте так, есть какие-то вещи, которые могли помочь врагу. Естественно, но никакой цензуры. Там, чтобы над нами кто-то сидел. Один раз попытались, кто-то пришел из Минобороны. Мы спросили, а ты кто? Говорит, я цензор. Ну, посидел минут 10, ушел, понял, что это. Мы сами понимали, и мы не бегали советоваться к власти. Там, да, по каким-то ключевым вещам, естественно, Руслан был у Владислава Григорьевича, советовались, думали. Но мы сами вырабатывали редакционную политику, и, знаете, мы знали, что такое белое и что такое черное. И на черное никогда не позволяли себе перейти. Я думаю, поэтому нам верили и наши люди, которые нас слушали, нам верили и наши коллеги, которые к нам приезжали, потому что вранья не было, по большому счету. Ну а вот материалы, которые у них выходили, да, у этих журналистов, которые приезжали из-за рубежа, есть какие-то, которые остались в вашей памяти, например? Ой, ну знаете, бедный покойный Володя Лусканов, которого, ну, это золотой человек и великолепный профессионал. Это Сережа Шатунов, да, если не ошибаюсь, с разными глазами. Господи, Покрышкин, там, ну, можно перечислять и перечислять. Я еще раз говорю, ребята вот делали искренне, вот, они абсолютно разделили с нами вот эту победу в информационной войне, потому что они проделали колоссально. Но надо отдать должное и руководителям этих каналов, и в то время и Первого канала, и ВГТРК, то есть, которые
не заставляли тоже своих журналистов врать. Поэтому, а так, вот, слушайте, ну это нормальная ситуация на войне, потому что я потом еще прошел, если не ошибаюсь, 5 военных конфликтов, уже работая в Интерфаксе. Есть закон. Вот ты работаешь там, например, на грузинской стороне, да, там освещаешь. Ну, ты освещаешь, естественно, в пользу людей, которые вокруг тебя находятся. Ты работаешь в Гудаутах, естественно, ты делаешь некую поправку на отношения с теми людьми, причем с которыми ты тоже лазишь по окопам, снимаешь, и так же, как и они, рискуешь жизнью. Поэтому, вот я говорю, ребята молодцы, и западники. То есть тогда как-то все это... Другое время было. Мир не был еще так испорчен, как сегодня. Что-то человеческое тогда было еще в людях. Ну а вот эти составляющие победы информационной, как вы думаете, какие они? Из чего складываются? Есть какая-то вот формула, которую вывести можно? Это должно быть профессионально, это должно быть очень оперативно. Ты должен опередить своего оппонента по подаче информации. Это должно быть максимально, естественно, с учетом военного времени, правдиво, потому что вранье, ну, можно раз соврать, два соврать, потом тебя просто читать не будут и верить не будут. Это должно быть правдиво. Вот, наверное, профессионализм, оперативность, качество работы, правдивость. Ведь, честно говоря, ведь на чем наши коллеги из Грузии все-таки немножко погорели. Ну, даже когда мы брали какие-то, освобождали села, они продолжили якобы оттуда вести репортажи из какого-то другого места, доказывая своим людям, что мы еще там все контролируем, мы там идем в наступление, хотя при этом они отступали. В итоге им перестали верить, и в итоге многие, как и правительство здесь, осталось в окруженном Сухуми. Ну, в конец заврались, в общем, да? Заврались, правда. Это, к сожалению, вы знаете, что я хочу сказать. Военкоры, а мы тогда все были военкорами, да, ну тоже, знаете, с какой натяжкой. Мы, можно сказать, что мы были военкорами, но при этом мы делали полноценное, по возможности, конечно, телевидение для территории. То есть мы были, знаете, не стали, хотя все работали и на фронте, и все. Сейчас почему-то считается, что военкор – это пропаганда. Вы знаете, мы не стали пропагандистами. Если бы мы стали пропагандистами, я думаю, мы бы проиграли эту информационную войну. Мы говорили людям то, что отражало их настроение и настроение всего народа. И вот я говорю, мы говорили правду. Слушайте, неудачное мартовское наступление, что тогда, давайте так будем честно говорить, тогда телевидение вообще спасло ситуацию, когда вот этот был сход общения Владислава Григорьевича с матерями. Разные были ситуации, я еще раз говорю, мы просто не стали пропагандистами и не стали врать своему народу. Поэтому и победили. Сегодня вы работаете в Интерфаксе, первый заместитель генерального директора этого информационного агентства. Как начинали там работу? Сколько лет, кстати, уже? Вот я говорю, я поступил на службу в Интерфакс 23 сентября 1992 года. Сюда приехал наш коллега из Москвы, с которым я до этого сотрудничал в различных СМИ, Леонид Жуков, к сожалению, ныне покойный, здоровенный. Потом мы вместе с ним работали еще в первую чеченскую кампанию, значит, в Чечне. И он тогда сказал: слушай, я вот сейчас только что перешел, есть такое информационное агентство, молодое, но очень эффективное, Интерфакс.
давай начни на них работать. Говорит, я сейчас уезжаю, а ты тоже передавай туда информацию. И вот с 23 сентября 1992 года, господи, сколько, 31 год. Да, 31 год, 92-й, да, 31 год. Я работаю в Интерфаксе и не изменяю ему. За все это время не изменил. Георгий Георгиевич, ну вы часто приезжаете в Абхазию, да? Хотелось бы чаще, но, к сожалению, сейчас, вот неделю, 10 дней здесь побыл и так пропитался. Что вас радует, что беспокоит? Что бы отметили? Вы знаете, мы лидеры, я с удовольствием об этом говорю, абсолютно искренне. Мы лидеры, наверное, на постсоветском пространстве по смене президентов. Но, к сожалению, вот это количество, на мой взгляд, еще раз говорю, к сожалению, не перешло в качество. Вот хочется, чтобы все-таки в такое сложное время был человек, который смог бы сплотить вокруг себя, не разъединять общество, а сплотить вокруг себя наш народ, другие народы, которые проживают в Абхазии. Потому что время непростое и в мире, и вокруг нас. И хотелось бы, вот правда, видеть человека, радеющего за будущее своей страны. Вот этого мне очень-очень хотелось, вот это бы очень-очень порадовало бы, если так, наверное, надо уже смотреть на молодое поколение, кто там, что из себя представляет. И людям все-таки надо, на мой взгляд, более ответственно подходить, когда отдают свой голос за того или иного кандидата. Потому что никто, я уверен, что выбор у нас проходит честно, и никто, кроме людей, которые отдают свой голос, не несет ответственности за то, что происходит потом. Поэтому, если думать головой, а не... Вот, я думаю, будущее у нас будет. И тем более, я думаю, будущее у нас будет, потому что, вы знаете, вот я говорю с людьми, хожу по улицам, у каждого свое мнение. Люди не боятся это мнение высказывать. А я считаю, только свободный народ именно имеет будущее. Поэтому свобода слова у нас есть. Хотя, как я вижу, некоторые люди во власти считают, что на деньги налогоплательщиков они могут поставить СМИ для того, чтобы они обслуживали только их интересы. Потому что люди, когда приходят к власти, у них едет крыша. Вот это «если не я, то кто же?» Вот, начинает у них немножко какое-то идет смещение реальности. Поэтому, я думаю, они тоже должны понять, что и люди не для них, и СМИ не для них. А так хотелось, чтобы они были для всех нас. Спасибо большое. Спасибо за это интервью, за эту встречу. Спасибо, удачи вам. И вам того же. Всего Спасибо самого большое. доброго.